докладчик или ведущий, не знаю уже как сказать, шоумен, Максим Шалунцов, компания Royal Rocks. Так, пока у нас маленькая техническая пауза, я напоминаю, что Сергей и Максим завтра ведут двойной мастер-класс. Вопросы, которые будут обсуждаться, вот как раз вот те самые наболевшие, то есть как заказчику и исполнителю наконец-то договориться друг с другом, как доверять друг другу. Как сделать так, чтобы в итоге потратить поменьше нервов и поменьше времени все получить. Раз. Вау. Всем добрый день. Меня зовут Максим Шалунцов. Я, наверное, начну с того, что представлюсь, потому что, конечно, вы меня тоже не знаете, я вас не знаю. Это очень здорово, что таким несолнечным днем. Хотя мы с Сережей летели, солнце есть над облаками. Надо об этом помнить в нашем климате, потому что это очень важно. Больше будем улыбаться и лучше друг с другом ладить и работать. Я возглавляю компанию Royal Rocks. Мы тоже базируемся в Москве и Санкт-Петербурге, но в отличие от Сережиной компании не входим в десятку, может быть даже и пятнашку, и тридцатку, и базируемся в другом сегменте, как раз сайтов за более низкие деньги, потому что очень большое количество людей не имеет бюджетов, не то что в 600, в 300 тысяч не имеет. У людей бывает и 100 тысяч нет, но у нас 100 это там нижний предел, обычно там от 200 и выше. И я вижу в этом такую социальную миссию, что мы несем такое хотя бы понимание качества, правильного отношения, чуточку в массы. Потому что для многих из вас, поднимите руки, а кто представляет вообще вот заказчиков? То есть из вас, те, кто сталкиваются? Ага, а разработчиков? Ага, где-то еще треть не подняла, понятно. Следят. Вдруг там на эти митинги, там все дела, где-то запалился. Вот. И я хотел начать сразу свою тему с такой, по своей тематике пойти, но вот просто то, о чем Сергей говорил, касательно Ольгина вопроса, он меня тоже задел за живое, потому что это на самом деле всегда наболевшим. Это диалог. Диалог того, что мы приходим к врачу. И часто мы начинаем думать, что врач не понимает того, как нас лечить. А самое плохое, что как диагностировать. А мы не понимаем, как представители, клиента или заказчика, как себя в этом вести. Но при этом все-таки, наверное, огромное значение здесь имеет это перед тем, как пойти к этому врачу, о нем немножко побольше узнать. Я думаю, завтра мы посвятим мастер-класс именно этим вопросам, как быть хорошим заказчиком и, наверное, как быть хорошим исполнителем с точки зрения качества. Потому что где-то мы начинаем нарушать границы, где-то мы их переходим и вторгаемся в ту зону, которая реально приводит к тому, что качество получаемого нами продукта портится. Мы начинаем говорить, нам стоматолог говорит, что у нас 6-й зуб, а мы говорим, нет, 5-й сверли. И не спорь, я плачу. И бедный врач, уже проклиная Гиппократа, свою совесть, все на свете, начинает сверлить нам 5-й зуб. А на следующий день мы приходим к нему, или еще лучше к его начальнику, и жалуемся, что боль осталась. Но и вы все понимаете, что это реальность. И сталкиваемся мы с этим не только касаемо интернета, а и многих вещей, которые нельзя оценить. Купить 10 кирпичей и посмотреть, что они сломаны или не сломаны, гораздо проще, чем сделать сайт. Почему один стоит 1,5 миллиона, другой стоит 100 тысяч, третий 20? Откуда такая совершенно градация? И тут мне вспоминается одна история. Такой художник замечательный, Сальвадор Дали. Он был молодец, он умел еще продавать свои картины, в отличие от многих других, которые сейчас миллиарды стоят. Он плыл на корабле, в круизе. И к нему подошла женщина и сказала, я вас узнала. Вы замечательный художник Сальвадор Дали, напишите мой портрет. Я не бедная женщина, я вам заплачу. Он говорит, не вопрос. Они сели, за 15 минут он сделал скетч. А она говорит, потрясающе, сколько стоит? Он говорит, 10 тысяч долларов. На тот момент это вообще колоссальные деньги, гораздо больше, чем сейчас. Она опешила. Говорит, вы вообще нормальный человек? Говорит, не может столько стоить. Вы 15 минут меня рисовали, какие 10 тысяч? Он на нее так посмотрел снисходительно и говорит, девушка, чтобы написать ваш портрет, я работал всю жизнь.
Понимаете? Вот, может быть, в этом есть какая-то определенная степень оценки. Далее я все-таки перейду к файлам, чтобы что-то показать и быть максимально полезным. Ой, входа нет. А был. Спасибо. Это, хочется сказать, переходничок, да? Ну, давайте поговорим вот про креатив, о том, что говорил Сергей. Я, наверное, составлю ему такую антагонистскую историю, немножко только без негативных настроений. Я к креативу отношусь крайне настороженно, потому что вот еще докладчик с прекрасной прической, он говорил такие вещи, по сути, очень правильные. Но в них я вижу некоторые опасения. Я всегда очень прагматично ко всему отношусь. Когда мне говорят, давай, пойдем прыгнем, с моста. Я сначала все оценю с этим еще. Но и касаемо блогов и всего прочего, если ты хочешь что-то выложить или что-то написать, я предпочитаю сесть и подумать перед тем, как это сделать, потому что если вы читали у Артемия Лебедева Твиттер есть, там, почесал правую ногу, через 5 дней почесал левую ногу. И так весь Твиттер, то есть он все продолжает чесать, по-моему, года 2,5. А он на самом деле простебал вот эту историю того, как люди начали выкладывать ненужную информацию, информационный мусор. Да? И вот тут я плавно уже подхожу к своей теме, потому что креатив создать, это надо, многое надо. Всю жизнь работать, да, потому что и учиться, и еще что-то выжигать из себя, думать, анализировать. Вот когда Сергей показывал видео, вы прекрасно видели наглядно, да, что происходило. То есть люди собирались, устраивали брейнсторм, потом от идеи переходили к реализации. Реализация – работа руками. Веб-дизайн, сайт, компьютер, цифра, работа руками. Бум. Тут, кстати, начинается становиться понятно, почему это может столько стоить. Мы не сторонники обычно работы руками, но я покажу один пример. Я уже про него забыл, но благодаря Сереже мне он вспомнился. Ой, как странно все отображается. Это мы делали для группы Ленинград и Сергея Шнурова. Такая безумная была концепция, потому что они там ушли со сцены, а потом вернулись, и Сергей сказал, нам надо прям вообще какой-то, прям совсем делать. Я не знаю, честно говоря, были там запрещенные препараты у дизайнеров или нет, но подозреваю, что могли быть. А вот как это делалось? То есть, правда, взяли, сфотографировали, вырезали кропотливо, но это им был кайф. Это некий фан определенный. И, наверное, он у всех нас должен быть, кроме бухгалтера. И у них тоже, но им надо быть осторожнее. Конечно, конечно. Давайте я перейду к основной своей теме. Я, наверное, попробую очень приземленно рассказать о том, что сегодня нужно знать, наверное, и понимать, когда работаешь с интернетом, чтобы это могло тебе помочь при создании сайта, при вообще какой-то задаче, да, там, истории. Те вещи и то, что существует, что сейчас наиболее, наверное, важно. Одна из них, все они рождаются из проблем существующих. Вот одну мы с вами проговорили, это информационный мусор. Помните, как раньше было модно слоганы? Это сейчас тоже есть. Coca-Cola, там, Русское радио, все будет хорошо, Toyota, управляй мечтой. Но раньше придумывала каждая маленькая компания, садилась и начинала с того, что она придумывала название, миссию и слоган. Но сейчас, если вы заметили, немножко перестали уже, все отходит дальше и дальше. Почему? Потому что эти все слоганы слушать невозможно. То есть, ты продаешь там, что-то небольшое, да, у тебя там лавочка, какой там слоган, слушай. Продаешь хорошо, молодец, называешься как-то, хватит. Не надо больше с этим, потому что все слушать по 1000, по миллиону, да, с каждой радиостанции мы не можем, мы не запомним. У нас не хватит на это места. Поэтому одна из вот этих проблем, количество информационного мусора, ведет ко многим тенденциям в дизайне и, соответственно, в веб-дизайне тоже. Одна из них это привело к созданию микросайтов. Кто-нибудь из вас слышал, что такое микросайт? Ага, я понял. Это сайт-визитка, я вообще никогда не понимал это. Я визитку всегда воспринимал полиграфично. 2 человека слышали, если кто-то не оборачивался. Смотрите, я думаю, что видели из вас гораздо больше. Просто называется, Сергей тоже сказал, что я как не в курсе, что это такое, так же, как я был не в курсе, что такое наносайты. Я подумал, что наносайты – это за нанобюджет. Но не видно, правда, никогда. Микросайты – это, по сути, сайт, размещенный на одной странице. Он содержит всю нужную информацию и не содержит ненужной. И вот к этому самому вопросу и посвящено наибольшее времени. Что для вас является ключевым?
Ну, указать собственный телефон, чтобы вам поступали звонки, вероятно, очень важно. Указать адрес, чтобы и карту проезда в случае, если это, ну, как бы не Ленина, дом 2, вероятно, тоже нужно. Если вы продаете что-то, либо у вас есть какое-то портфолио, да, показать свои фотографии, это, наверное, тоже крайне важно. Но тут начинает возникать вопрос, а сколько, 50 или достаточно 5, чтобы произвести впечатление? И вот самое сложное, знаете, это такой чеховский метод, да, ну и как любого скульптора, отсечь все лишнее. Вот садиться и продолжать каждый раз текст. Например, скажем так, у вас есть ресторан итальянской кухни, да? И вместо того, чтобы писать огромные тексты о себе, какие там молодцы и прочее, вы можете просто вот под логотипом написать ресторан итальянской кухни. И все поняли. Ну, то есть мы понимаем, что, ну, вряд ли это суши, наверное, пицца, паста, там что-то еще. Можно показать позиции меню, да? Но зачем показывать все 50, особенно напитки, если они там типовые, когда надо показать именно то, что берут. Я попробую сейчас на примерах, не очень, честно говоря, понятно, почему отображается все таким странным образом. Наверное, есть у этого какое-то объяснение. Ой. Плюсик? А он есть? Нет? Вот шайтан. Слушай, а все равно нет. Может, еще вот так вот сделать? Ну да, вот это больше на правду похоже. Извините, просто я с проекторами обычно с презентациями работал, а сегодня мы летели вместе и как-то не получилось. Вот это пример как раз ресторана итальянской кухни. На первом самом экране мы видим с вами, это пример микросайта. Да, я сейчас покажу подробнее, чем он еще отличается от других. Мы видим слева в верхнем углу логотип. Дальше мы видим это некое позиционирование. Позиционирование вообще это очень важно. Оно заменяет слоган. Чем бы вы ни занимались, завод безалкогольных напитков. Не знаю, компания предоставляет услуги там, бухгалтерия и юридическое сопровождение. Там, да что бы ни было. Да? Вот это можно в 3 словах уместить, ну или в 5, и это будет всем понятно и нужно, будет лучше всего. Далее идут основные пункты меню, которые ну, как бы крайне важны. Тут же сразу контакты для возможности позвонить и фотографии. Фотографии я, боюсь, не буду сейчас показывать, потому что, боюсь, может нафиг слететь и вообще страшно будет. Но они дают имиджевое представление о том, что есть. Тут же 3 блока выделены наиболее по приоритетам, то, что они хотят продвигать. Завтраки, заказ столов, да, там, ну и от шеф-кондитера, итальянские куличи. Забавно, старый. Дальше идет текст. Ну, по мне, как бы, кажется, что вообще одного абзаца было бы лучше, но о себе говорить всегда хочется больше, если уж начал. Фотография шеф-повара, тут дело каждого. И вот видите, смотрите, мы с вами переместились вот с первого экрана, да, ниже мы на той же странице, но у нас появилось меню наверху, навигационное. И оно нас всегда сопровождает. Вот сейчас мы в разделе рестораны, сейчас мы уйдем чуть ниже. Здесь мы смотрим там, фотографии залов, вот мы уходим в контакты, и вот он действующим разделом. Да, если нам надо вверх, он плавно перемещается. До ужаса простой метод. Он был, мне кажется, лет 8 назад, когда я сайты писал в блокноте, и там вот в Word, там гиперссылки. Ну, то есть то, что нас возвращает вверх, когда документ длинный и так далее. Но почему это удобно? Потому что это экономит время. Не нужно делать лишних кликов. И вас заставляет очень сильно думать над тем, чтобы разместить столько информации, ее должно быть мало, но все нужно. И, соответственно, вы увеличите свои продажи. Ну или там то, что вам нужно увеличить, потому что люди больше посмотрят. Вот статистика показывает, что ну, дальше первой страницы там ходят не все люди, дальше там 3-го клика почти никто. И это правда, вы можете на себе просто сказать, кто из вас вот читает большие тексты, когда вы просто щелкаете по интернету, поднимите руку. Ну, кроме... Ну да, я понимаю, девушка, но это мы с вами обсудим, это есть такое. У меня тоже иногда бывает, переклинивает. Суть в том, что большие тексты мы читаем только тогда, когда у нас есть проблемы, которые нам надо решить. Нам надо проехать таможню, нам надо сделать визу, у нас заболел ребенок. Тогда мы с вами смотрим действительно, будем читать форумы и так далее. Но, как правило, мы имеем более четкие такие задачи, более простые. И, скажем, если нам надо с вами купить кондиционер, мы, наверное, наберем в Яндексе, да, если нам никто не посоветует, где это сделать, мы так и наберем, купить кондиционер. Ну, не знаю, как там работает, можно город еще добавить, да, в случае там, необходимости обозначения региона. Он выдает вам какой-то поиск, вы начинаете открывать, ну, вряд ли одну ссылку. Вы откроете первые несколько. А что дальше происходит? Ну, то есть, если вам кажется что-то сложным,
Вот вообще, да, так вот. У кого это было? Вспомните, кажется, ой, ну вот было, да. А многие стесняются еще признаться. Да. Вы оттуда уходите. И вам максимально... А там, где просто и все понятно, вы остаетесь. Потому что... Почему сейчас так вот? Белый фон там очень стал популярен везде. В дизайне, в архитектуре. Я сейчас вот ездил буквально несколько дней назад и вернулся из командировки в Лондоне. Я был поражен, честно. Я там плакать хотелось от того дизайна, который видишь, насколько он восхитительный. Повсюду. В архитектуре. Они сносят старые там... Они берут там эти побелки, там, шпаклевки, все сносят, остаются кирпичи. Подчистили под что-то. Ну, в Москве сейчас тоже вот такое есть. Я думаю, у вас есть местами, там это все появляется. Это называется стиль такой хард, то есть как задумал архитектор, да? Ну, все просто, понятно, минимализм, ничего лишнего. Там даже вентиляция там идет еще. И вам так комфортно, неожиданно. То есть вы понимаете, что ни в золоте, ни вот в этом, ни в бархате, ни в занавесках весь этот прикол. А все гораздо проще. А потому что мы все с вами устаем от этого информационного мусора. Ну так вот, микросайт можно использовать не только для там, ресторанов или чего-то именно. Это здесь пример конкретной услуги. Скажем так, на месте вот этой истории, это, кстати, тоже руками рисовалось. На месте этой истории, тоже тренд, да? На месте этой истории мог быть тариф, например, если это сотовая связь, или конкретная услуга, или инструмент, или то, что вы представляете. Вот его фотография посередине, слева, справа описание. Все. И все поняли. Опять, как можно проще. Потом, из микросайтов что-то у меня там было, по-моему, еще заготовлено. Есть у меня один вашего земляка, недавно мы прямо его закончили, мой хороший приятель Виталий Елькин, если кто-то его знает. Прекрасно. Говорят, у него папа мед продает. Мне сегодня посоветовали. Вот, это пример микросайтов. Виталия компания, они занимаются организацией мероприятий и какими-то там сопутствующими историями, продажа артистов, там еще что-то. Есть некая шапка, которая дает просто общий такой имиджевый, да, там, месседж. Далее мы начинаем перемещаться, но эта картинка, соответственно, меню там тоже перемещается, также загорается, как я и показывал. Концепция организации, артисты, с которыми он работает, клиенты, тут на их месте там в оригинальном сайте логотипы стоят, кейсы. Там, которые... ну вот интересно, что вот здесь показано, как раз смотрите, мы когда из одной зоны переходим в другую, можно очень классно менять цвета, да, то есть можно с оттенками, так чтобы вы переходите по смыслу, и вы визуально немножечко там меняете. Потом мы обратно переходим в то, с чего начали. Вот. Соответственно, применение у них крайне широкое, стоят они дешевле. Я когда смотрел в интернете, там от 4000 рублей находил шаблонники, да, там еще, не знаю, в Москве, вот Сереж сказал, сколько ты сказал, у вас стоит? Напугай. 600? На самом деле по-разному стоит сайт. Микросайт. Такого плана. 1300. Вот, 1300. Так вот 100-150. Я знаю, как вы сделаете дешевле. Классно. Если не у нас. Всего лишь за 50 рублей после этой лекции в коридоре с удовольствием поделимся секретами. Надо сказать, что на самом деле делать можно за любой бюджет. Это правда. Но надо к этому правильно относиться, и главное понимать, то, чего вы хотите. Очень важно всегда понимать свои задачи. Вообще, совместная работа в создании сайта – это стресс. Мне кажется, я хотел как-то нам в штат, так мы шутили, конечно, психолога нанять, потому что, чтобы приезжать к заказчику периодически, когда возникает такой стресс, он сразу говорил, давайте поговорим об этом. И мне кажется, это было бы полезно. А знаете, почему стресс? Потому что вы привыкли к тому, что вы чем-то занимаетесь. Возможно, вы даже на это выучились. И там кучу лет вы что-то делаете. Делаете это, вероятно, хорошо. За это вам оплатят. Или вы получаете. И раз у вас встает новая задача сделать сайт. Вы думаете, я столько всего делал, и свое-то делаю хорошо, и тут. Но это оказывается, что требует от вас очень много нового, с чем вы реально не сталкивались. И тут возникает паника, когда мы не знаем, куда идти, а вокруг люди не говорят на нашем языке, и мы не говорим на их языке. Когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, в которой вообще некомпетентны, да, еще. И поэтому это такой стресс, который надо преодолеть. Но в преодолении первая самая важная вещь, о которой говорил Сергей, это доверие.
И, наверное, больше надо времени тратить на этапе выбора подрядчика. Потому что вот здесь, вот, наверное, надо посмотреть его работу более внимательно, поговорить, попросить, может быть, поговорить с его клиентами. Вот вообще никто не делает. Я людей к себе в офис зову. Я всегда говорю, хотите, давайте пообщаться. Почему? Я не могу понять. Но ведь, это же так удобно. Ты поговорил, и ты узнал реальное мнение о человеке от того, кто там сделал. Вряд ли он будет там подставной, да, там тебе давать и так далее. И здесь, соответственно, вы свои риски снизите, потому что если вы услышите негативную, или позвоните сами их клиентам, спросите, а кто сталкивался с разработкой сайта? И, они за это не обидятся, и все будет нормально. И вот на этом плане, когда вы уже выбрали, надо начинать доверять. И, какие-то, может, бояться, знаете, и так далее. Ну ладно, вернемся к трендам. Вот вторая вещь, о которой очень хотелось бы поговорить, это, она сегодня уже не раз звучала, это мобильное устройство, то есть рынок мобильного интернета. В Москве, по последним тем данным, которые я слышал, 30% это составляло, и цифра растет постоянно, так же, как интернет-реклама. И можно от нее бежать, не принимать, но она будет расти. И мы никуда от этого не денемся, и сайты надо адаптировать. Количество мобильных устройств совершенно огромное. Вот здесь я подготовил такой вариант. Это для сайта есть хоккейный клуб ЦСКА, а под ним есть клуб «Красная армия». Может быть, кто-то даже из вас слышал. Как молодежная хоккейная лига. И мы сейчас работаем над их новым сайтом. И, соответственно, адаптивные версии, конечно, там сразу. Вот так примерно это структурная схема, да, то есть скетч. Набросок того, как сайт будет выглядеть просто блоками. Это схема, как мы увидим на компьютере. Это просто во всю длину, по-моему. Это, что у нас там, простите, это другой компьютер, да? Ага. А вот пошел планшет. То есть то, как сайт отображается на планшете. Но с планшетами немножко проще, так как они все-таки больше заточены под нормальный формат. Это вертикальный, это что у нас? Это iPad, да, это вертикальная версия. Они многие отображают. А вот, например, на iPhone, да, и видите, много меню сместилось, и приоритеты остались те же. Приоритет фотографии, потому что фотография отображает новости. То есть главное событие, что является товаром для клуба. На самом деле информация. Информация о победе, о следующем матче, еще билеты – это следствие. Следствие того, что люди получили нужную информацию. Соответственно, когда человек едет, и он забыл посмотреть что-то, он смотрит с мобильного, и, вероятно, ему это удобно. Ой, это не туда, это не туда. В общем, примерно вы увидели. Соответственно, есть у меня второй пример на эту тему, он более в цвете получился. Сейчас, одну секунду. Вот, эта компания в Питере находится, российские механики, производители шуб. Вот так выглядел сайт, 2 назад, что ли, еще делать. А вот так выглядела мобильная версия. Понимаете, смысл остается тот же, но кнопки удобнее, все уже сделано по то, что ты нажимаешь пальцем. Соответственно, обязательно про этот тренд направления помните, потому что если вы будете создавать эту мобильную версию изначально, при создании сайта, особенно в следующем году и далее, то стоимость существенно дешевле. То есть это порядка 15, наверное, 25% от стоимости всего сайта, потому что дизайнеры сразу вам все нарисуют одним махом. И им будет легче, конечно, это сделать. Вот. А далее хочу поговорить еще о более интересном тренде. Я вообще хотел с самого начала, я ждал этого момента. Вернемся к информационному мусору. Сейчас многие компании приходят к тому, что даже логотипы перестают нагружать каким-то символом. Нам иногда это может казаться каким-то, как минимум, странным, потому что мы привыкли к тому, что логотип выглядит размашисто, какой-нибудь знак, запендюрить, особенно если свое, печать, клеймо. Но с точки зрения продаж и с точки зрения того, что вы делаете, на самом деле значение имеет шрифт. Тот шрифт, который вы подобрали, красивое написание. Вообще, сам по себе слово логотип, оно так и переводится, то есть внешний вид, слово, слово, вот, там нет ничего про картинку. И вот смотрите, я несколько таких трендовых историй взял. Это сайт, который, у них продукция, да, там есть, и они, кстати, интересно, поп-ап, это вообще очень забавный тренд. Вот посмотрите их логотип справа. Вот скажите, сколько за него можно было бы заплатить, да? То есть нашим сознанием заказчиков и так далее, мы скажем, а где работа? А где работа?
Расскажи. Да? Класс. Нет, правда такое там бывает. В чем работа? Это я тебе еще подсказал, так и напиши. Кстати, на самом деле, ну, правда, найти хороший шрифт – это адский труд. Вот поверьте, если кто-то из вас делал когда-нибудь или видел людей, которые татуировки с красивым шрифтом, еще вот спросите у них, как ты нашел шрифт? И они вам расскажут про вот такую огромную книгу, которую они листали и так далее. Шрифты покупаются, шрифты рисуются, но на самом деле эффективность, вам же все понятно, как это называется. Да, еще и название, заметьте, Industrial Factory. Вообще, да, сразу чем занимается, а не какая-нибудь там слюни делают. Вот более усложненный вариант, логотип слева, но это по сути тоже надпись. Он не является таким уж совершенно простым, да, но к этому максимально приближен. Тонкие, очень утонченные линии, и название опять-таки содержит то, чем они занимаются. Бейкери, пекарня. И заметьте, вот на последних двух примерах оба иностранные сайта, фотографии. Вот то, о чем говорил Сергей, 80% успеха сайта – это изображение. Если у вас получается, что вам хорошая фотосессия стоит дороже сайта, берите, она того стоит. Именно фотографии продают. Потому что вот представьте себе, вот тот же самый сайт, но поставьте сейчас такие вот фотографии, сделанные на мыльнице. Ну, к примеру, визуально. У кого с воображением хорошо. Ну, прикиньте, да, так вот сайт. И мы такие, жесть какая-то. Правда, вот успех вот за счет вот этого. А как он там сделан? Я не знаю, может он часто, вот одну фотографию запросто, после того, как выставил свет. Еще вот, соответственно, тоже пример. Эти люди занимаются интерьерами. Philip House. Вот логотип. За что платили? Да, ну не всегда. На самом деле, я вам скажу, у нас был случай, может быть, даже найду работу, если это получится. Театр мюзикла открылся в Москве, там такой слоган у них был замечательный, мой приятель придумал его. Теперь у мюзикла есть дом. Это реально прикольно. Ну, то есть никогда не было, в мире нет так, театра мюзикла, где мюзикл будет идти репертуарно. Там, 7 дней один, 7 дней другой, там, или 2 недели. Там очень сложный монтаж декораций, из-за этого сложно. И он придумал офигенный слоган. Теперь у мюзикла есть дом. Реклама по всей Москве. Но там такие сидят функционеры, и они решили улучшить слоган, после чего, конечно, просто смешно было слышать. Теперь у мюзикла есть дом в Филях. Ну, то есть можно на каждой улице открыть. Ну, то есть, понимаете, да, мы Coca-Cola, номер 1 компания по продаже колы в Нью-Джерси. На весь мир так забубение. Ну, то есть, вообще локализация это всегда очень плохо. Вот я сегодня летел из Авиа, я так удивился, думаю, забавно. Ну, то есть, они же вряд ли куда-то еще больше летают. Ну, то есть, Удмуртия и все направления, но они не могут расшириться. Та же самая ситуация была с авиакомпанией «Сибирь», которая нынче S7. Знаете эту историю? Нет, она коротенькая, я быстро расскажу, она тоже очень такая. Для меня было очень поучительно. Максим, после этой истории, коротенькой истории и да? И уже время? Как жаль. Я только во вкус начал входить. Значит, завтра продолжаем. Хорошо. Ладно, тогда завтра будет больше историй. Но вот смотрите, в S7 была ситуация. Авиакомпания «Сибирь» решили выходить на рынок транснациональных, соответственно, авиаперевозок. Пригласили специалиста из Штатов, бизнес-консультанта, который должен был выстроить всю стратегию перемен к лучшему. Парень приехал, взял очень много денег, очень много, я думаю, там 6-значная история, и сказал одну вещь. Сказал, поменяйте название. Первый пункт. Иначе мне нечего с вами работать. Они ему сказали, ты что? Ты вообще понимаешь, куда ты приехал? И кто мы? Мы сибиряки. Это, чувак, в крови. Ты не понимаешь просто. У вас нет такого ощущения патриотизма, как Сибирь. Это не область, это там не... В общем, они его прогрузили. Он им сказал, парни, ну окей, но тогда не надо лезть на транснациональные перевозки, потому что компания с региональным названием не может заниматься транснациональным. Но в итоге они решили ему довериться. S7, на мой взгляд, сейчас одни из самых ярких вот этих салатовых самолетиков, которые летают, совершенно прекрасно. Хотя исключение из правил Nokia. Nokia это маленькая деревушка в Финляндии. Там все знают. Но они взяли как бренд, в принципе, как Рамштайн, как название, да, там, с группы. Это значение имеет. Но Сибирь все знают, все понимают во всем мире, и поэтому действительно правда. Да, вот все сейчас. Все на завтра.
столько вкусного. Ладно. Давайте, наверное, вопросы быстренько и коротко, если у кого есть. Как продвигать сайт, если на нем мало информации? На нем не, вот смотрите, вот самый ключевой момент, на нем немало информации, на нем достаточно информации. Самое главное, это подумать о том, как эту информацию оптимизировать, сжать до того момента, когда она все еще является продающей, то есть ее является достаточным количеством. Продвигается он гораздо проще, на самом деле, потому что, ну, я, правда, не знаю, сейчас, если мы по SEO поговорим, я не очень являюсь большим специалистом по SEO, но все коды, все слова, по которым вы хотите продвинуться, можно зашить спокойно внутрь, вы можете сделать страницы невидимые для пользователя, дополнительные, то есть преград к этому нет. С учетом того, что, ну, как бы его технологии и так далее, вообще, вот по нашей практике, из клиентов, кто продвигали, было все вообще отлично. Они такие же, тут даже проще. Правда. Обычно не знаю. Есть такие, но это правда. Рынок с большим количеством аферистов, очень странных людей. Так что, ну, правда, иногда ты приходишь и так рассказываешь. Просто вы сказали про обычного программиста. Это как обычный врач. Вот он окулист или уролог. Справедливо. Он ваш обычный айтишник, он кто? Ну, то есть неприятно, когда уролог в глаз тебе лучше уж в уши. Еще давайте, я быстренько, пока Григорий Наумович. Ой, и мне, кстати, как раз вот мы в школе с вами Я хотела бы уточнить. Два вопроса. Это я. Так Наталья. вот как? Наталья. Я хотела бы уточнить по поводу мобильных устройств. Вы это все проговорили. Мобильную версию сайта сразу включать в разработку? Или это будет все-таки автоматически, как если Нет, дизайн будет простым? Нет, автоматическим она все равно не будет, потому что экранчик у вас все равно меньше. Ну, то есть вам будет не так удобно. Лучше, конечно, начать сразу по разработку, проговаривать это все на берегу и договариваться о том, что это вам нужно. Прописывать процесс. Прописывать это, да, договаривали в техническом задании. Но поверьте, вот честно, вот мой опыт договаривать, вот правильно, да, вот это было написано, это последняя фраза. Вот что не пиши в договоре, у меня другая компания еще есть своя, там мы первые большие истории компании делаем. Что не прописано в договоре, всегда можно обмануть. То есть, если человек порядочный, то ты будешь работать порядочно. Если не порядочный, то всегда... Это вы как дизайнер говорите сейчас? Да я вообще не дизайнер. Я работаю с этим. Прописывать прототипы к одному типу мобильного устройства или ко всем? Как у вас? Ну, наверное, ключевым. То есть все-таки надо... двум-трем, Ну, да? смотрите, вот, допустим, экран iPhone 5 и Samsung 3 Galaxy одинаковые, на их долю приходится большая часть смартфонов. Ну, придется, да, в скором там времени. То есть на самые популярные? Самые популярные. Ну, в моей среде, там, для моей аудитории. Да? Мгм. Если у вас хипстеры, там аудитория, соответственно, iPhone будет отлично. Можно даже Galaxy не брать. Нет, у меня дети. И, Это с кожей понять. ну, к 16 годам, да. И удорожание 15-20%. Я сказал бы 15-25, но здесь очень сложно. Вопрос ценообразования. Я хотел, ну, давайте, если кто-то придет, сможет прийти завтра на семинар, там его серьезно обсудим, потому что это такая вещь, которая относиться вообще как-то адекватно нельзя. Я думаю, она складывается из разряда опыта, портфолио, умение людей, правда, работать серьезно и так далее, наличие у них там компании. Ну, понимаете, фрилансер, скажем, да, даже если он хороший, не имея офиса, штата и так далее, имея одни сроки, он делает за одни деньги, да, хотя иногда и большие. А компания, имея штат и так далее, ну, они дают вам гарантию, договор, платят налоги с этого. Ну, понятно, другое ценообразование. Спасибо. Еще один. Жаль. Добрый день, меня зовут Алсу. У меня такой вопрос. Вот вы за минимизацию, да, выступаете, все здорово, но дело в том, что начинаешь работать, ну, раньше я заказчиками работала, сейчас я в штате работаю, и раньше заказчики, а теперь мое руководство, но они очень любят, что, а давайте же напишем про нас, так напишем там вплоть до зарождения компании, всю историю, родились, женились. Если логотип, то обязательно такой слоган, миссию, запихнем все, что надо, с ноги, лезет, Ну, если уж платим, так мы выжмем все, да, да. сайт это делать безразмерное, давай все. И как вот их убедить, кроме того, что это информационный мусор, какие-то еще могут быть более веские аргументы, чтобы им объяснить, Да. что на самом деле это лишнее, и 99 наверняка процентов Ну, 90 людей, точно. 90 точно, это не смотрят, не читают, и более того, им это даже не интересно.
Спасибо, у вас прекрасный вопрос. На самом деле вы затронули одну из самых больных тем, которые там происходят. На самом деле, скажем так, бывают случаи, когда убедить людей невозможно. Потому что они настолько верят в свою правоту, что ты им не говори, это будет бесполезно. Это похоже на спор с пьяным очень человеком, который уверен, что лучше группы Металлика нет ни одной, не то что лучше, просто нет другой группы в мире, которая делает музыку. И лучше порой не спорить. Но я со своей колокольни смотрю на это так, что с каждым заказчиком я всегда спорю, я иногда до посинения. Мы там орем друг на друга. Там бывает просто такой реально без грубых слов, просто уже вор переходит, когда ты начинаешь убеждать. Да нет, это не будут смотреть, это не нужно, это все, да вот ты посмотри сюда. Надо стараться, наверное, показывать наиболее примеры четкие и стараться переводить разговор в историю взаимного аргументирования. Я так считаю, потому что это не будут смотреть. А ты читаешь длинные тексты, зайди на сайт, попользуйся. Да? И похожими историями. И чаще всего это получается. Честно говоря, среди моих заказчиков есть люди, которые, по-моему, сами интернетом пользуются, может быть, на самом минимальном уровне. И, не знаю, мы с ними 10 сайтов сделали, может, еще, огромная банда из людей. И они сначала вообще не понимали. Он говорит, большие кнопки, много баннеров, мигающих. Я говорю, нет, это порнография. Правда, в настоящем смысле этого слова нельзя так делать. И убеждал. И сейчас мы делаем для них продукты. Я вижу в этом такую социальную правильную миссию. То есть приучать людей к хорошему. Мы не выросли, понимаете. Я родился в блоковой девятиэтажке, которая была в 80-е годы построена как временное жилье. Там до сих пор живут люди. А время уже прошло. И пока я не переехал, я не уехал жить в Москву, не пожил не знаю, лет 5, до меня только потом дошло. Ё-моё, то, где я жил, это неправильный дом. Здесь все это знается сравнение. Надо показывать, общаться. Как раз хотите в коридоре, наверное, поговорим, а то больше нельзя. Да, спасибо. Давайте сейчас мы поговорим в коридоре после 4, когда у нас закончится программа. А сейчас у нас еще остался последний блок на сегодня. 2 доклада про медийную рекламу. Да, Яндекс. Спасибо.